Вот они, лица победы, люди, которым мы обязаны свободной страной. Сотни фотографий и имен, которые творили историю. Для Макшарипа и Рашида Умаровых эти пожелтевшие документы и несколько фотокарточек – единственное документальное свидетельство подвигов их дяди Абдурахмана Садуловича. Они знают его только по рассказам близких и родных. Его боевой путь начался еще в 1939 году во время русско-финской войны, вслед за которой последовала Великая Отечественная. Их дядя, старший лейтенант 147-й стрелковой дивизии, прошел ее почти всю. С 1941 года по 1944 году он воевал, начиная с Ростова. Аблиевск, Шахтинск, потом Воронеж. В этом Шахтинске он был ранен. После ранения его забрали в госпиталь в развернутом, это в Саратове. В Саратове он вылечился, опять рапорт подал, ушел снова на фронт. И прошел он 147-й, 146-й, 166-й, 49-й, 4-й Украинский фронт. Везде Прибалтику. В 1944 году жизнь Абдурахмана Умарова оборвалась. 26 лет. Долгие годы он числился пропавшим без вести, но родственники не теряли надежду, искали. И, наконец, 18 лет назад бесконечным поиском пришел конец. Им удалось найти могилу дяди. Похоронен в станции могила номер 5. И позже они, ребята поехали, думали, может его откопать, хоть какой-нибудь там, хоть кости, что-нибудь привезти домой и перезахоронить возле братьев. Но это не получилось, потому что они его, как болотистое место, они его там раскопали, сделали общую могилу. Все равно, хоть перехоронили, но все равно ездят. И здесь дома, значит, они сделали поминки ему. Вот, и все помнят его. Еще одна фотография и еще одна история. Иса Аушев – один из немногих, кто знает о событиях роковых-сороковых из первых уст. Он был 6-летним ребенком, когда началась война. Иса Османович помнит, как из родного Сурхахи на фронт уходил его старший брат Аббас. Пулеметчик разведгруппы, защитник Сталинграда, Хабаровска, настоящий герой. Я их лично провожал почти до Икажу. Они уехали, потом нам пришло письмо, что он находится в Сталинградском направлении. Потом пришло нам письмо, что они в Харьковском направлении командой Чувков, командующий был. Ну, он там прослужил, пулеметчик был второй номер. Потом он стал первым номером за ту же работу. И звание ему дали сразу младший сержант. Аббас Османович служил в разведроте. Домой, а точнее в Казахстан, к своим братьям и сестрам он смог вернуться только после окончания войны. Младший Иса до сих пор помнит, какую гордость испытал, когда увидел старшего брата, героя и воина, который был ему вместо отца. Он дослужил до 1947 года, и его хотели направить в Японию. Японию его не дали за то, что он ингуш. Потом он в 1947 году в октябре вернулся в Казахстан домой. Капитан в звании. Да, ну, орденами он был, все, награды были. События Великой Отечественной войны уходят все дальше в прошлое. Все меньше остаются участников и свидетелей войны. Тех, кто может поведать о ней ныне живущим, потомкам. Малика Джантимирова – одна из немногих, кто знает о ней не из учебников истории. Она решила поделиться с музеем фотографиями и документами своего отца Садула. Когда он находился в армии, началась война, и их отправили на фронт. Он воевал не до конца, потому что был ранен тяжело. Вот его справка о его ранении. Он лежал в госпитале в городе Дзержинске. Был он старшиной и помощником командира 297-й стрелковой дивизии. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей. У кого-то на руках целые папки с информацией, а кто-то знает о своих родственников только из устных свидетельств. У Ацалама Асхабовича Тачиева никаких документов об отце не сохранилось. Ему было всего 11, когда его не стало. Служба в составе советских войск для его отца Асхаба Ларисаевича началась еще в 1939 году. В 365-м авиационном полку Смоленск, городе Смоленск. Там же начал боевой путь, то есть, когда началась война, оттуда он начал свой боевой путь. Он участвовал в Смоленском сражении и участвовал в обороне
города Москвы. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, а кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. А проект «Лица Победы» будет и дальше рассказывать об их подвигах и испытаниях, через которые им пришлось пройти, чтобы сохранить память о героях и цене, которую нашей стране пришлось заплатить за победу. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Магомед Дидигов, Новости 24.